Салам алейкум! Сегодня в нашем выпуске. Как назвали первого родившегося ребенка в 2024 году в Туркменистане? Пожар в школе. Кузен президента ударил беременную женщину. И про паспорта в Туркменистане. И так далее. Так что усаживайтесь поудобнее, возьмите чай, кофе на ваш вкус. И досмотрите видео до конца, и вы будете в курсе всех событий. Не будем терять время. Я начинаю. Turkmen Voice блогер Акмурат Өвезов поделился у себя в телеграм-канале. 24 год начинается с рождения малыша, которому дали имя Аркада. Малыш родился в одноименном городе. Я не верю глазам своим, что этот абсурд происходит сейчас, в реальном времени. Скоро начнут находить на коже детей надпись Аркада прямо с рождения. Свяжет это с неким святым духом туркмен, что он такой великий, могучий, и его титул носит божественный смысл. Эти новости передавали в YouTube-канале Туркменистан новостной портал. Родители этого прекрасного ребенка. Почему не Гурбангулы или Сердар? Я помню, при Ниязове родители ставили имена Сапармурат, но не Туркменбаши, потому что нет такого имени, как и Аркада. Не существует человеческое имя Аркада. Turkmen News. В школе города Хазар в Балканском вилаяте во время занятий произошел пожар. Едкий дым охватил несколько классов в школе номер 1. Несмотря на возникшую панику, многие сумели быстро выбежать на улицу через двери. Но в кабинетах из окон, в которых валил черный дым, оставались заблокированы ученики 5-6 класса. Некоторые дети самостоятельно прыгали из окон, а других прибывшие на место происшествия пожарные смогли вытащить с помощью лестницы. Несколько человек в итоге забрали в больницу. Сообщается, что никто серьезно не пострадал. Причина пожара – взрыв главного электрощита. Слава Аллаху, что никто серьезно не пострадал. Азатлык радио передает: в Ашхабадском центре бытовых услуг Овадан произошел крупный пожар. Пожар полностью уничтожил расположенный в здании свадебный салон. Благодаря тому, что пожар случился в полночь, человеческих жертв и пострадавших не было, сообщил наш корреспондент. О причинах возникновения пожара местные власти ничего не сообщают. Но несколько столичных предпринимателей в анонимной беседе с нашим корреспондентом рассказали, что пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке здания. Газета «Известия». Фермеры в Германии в ходе протестов призвали к смене правительства. Протестующие фермеры обеспокоены не только отменой субсидий, многие из них призывают к новым выборам, так как хотят лучшего правительства. Газета РБК. Бастующие фермеры освистали главу Минфина Германии на акции протеста в Берлине. Немецкие фермеры пригнали в центр Берлина тракторы и устроили многотысячную акцию протеста против сокращения льгот. Политику правительства им попытался объяснить глава Минфина, его освистали. Вот так делают, когда есть единство. И когда народ знает, что государство должно служить народу. Возвращаемся в ханство, в наш Туркменистан. Turkmen News. Из-за низких закупочных цен туркменские дайханы, фермеры продают остатки урожая хлопка на корм скоту. Дайханы продают частникам подбор. Деньги получают сразу, причем наличными, и гораздо больше по сравнению с тем, что им могло бы выплатить государство. Владельцы скота с готовностью платят за питательный корм. Проигрыш остается только государство, которое никак не реагирует на фактически нищенское существование сельчан и не желает реформировать агропромышленный комплекс. Хроника Туркменистана. Заработок выращивающих хлопок арендаторов в Туркменистане составляет $33 в месяц. Корреспонденты Хроники Туркменистана подсчитали доход семей арендаторов
сельскохозяйственного объединения «Таза-Йол» байрамалийского этрапа, которые выращивают тонковолокнистый хлопок. С 4 гектаров они собрали около 11 тонн хлопка и забрали 7880 манатов, $404 по курсу черного рынка с учетом вычета за семена, удобрения и ГСМ. Протестовать против этого как немцы или требовать что-то от государства? Не, лучше мучиться молча. Как только не издевались над нашими фермерами и дайханами. И наше большинство дайханов всячески подлизывались к гуру Туркменистана, целовали ему руку и даже целовали картошку, которую он держал в руках, как подарок от святых рук. Но гуру непоколебим. Он продолжает издеваться. Газета «Биргюн». Граждане какой страны находятся на первом месте по количеству иностранцев, проживающих в Турции с видом на жительство? Пока я не озвучил, напишите, пожалуйста, в комментариях, граждане какой страны находятся на первом месте. Можете поставить на паузу. По данным Управления миграционного управления МВД, количество иностранцев, проживающих в Турции с видом на жительство, составило 1 миллион 107 тысяч 32 граждан Туркменистана. Заняли первое место среди иностранцев в Турции, имеющих вид на жительство. Стамбул принял наибольшее количество иностранцев. Я более чем уверен, столько же нелегальных туркмен проживает в Турции. И поверьте мне, вот эти нелегалы не хотят обратно в Туркменистан. А знаете почему? Они знают, что они не прокормят свою семью и детей в Туркменистане. Осталось ли в Туркменистане 3 миллиона человек? Ваше мнение жду в комментариях. Turkmen News опубликовала видео. Halkın hürmetlerini, hakkın halami, kutlu olsun arkadağım bayramın, iyi günümün ferdayım sayım. Turkmen News пишет, этот нищий ашул на базаре в одном из вилаятов Туркменистана и отдых племянников – отражение эпохи правления Бердымухамедовых. Народ еле сводит концы с концами, а семья захватила всю страну. Все, это конец. Его объявили богом. Turkmen Voice блогер Акмурат Увезов опубликовал у себя в YouTube-канале протест активистов в защиту активиста Мялика Алламурадова. Протест и требования от активистов свободы Мяликберди Алламурадова, который был экстрадирован из России в Туркменистан. На данный момент власти Туркменистана фабрикуют уголовное дело против Мялика. Мы требуем немедленного освобождения Мялика Алламурадова, так как он ни в чем не виноват. И я в том числе требую от туркменских властей немедленного освобождения из заключения Мяликберди Алламурадова. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Ашхабадским коммунальщикам спустили сверху новый план по отлову кошек. Новый год для сотрудников коммунальных служб Ашхабада начался с ужесточения требований к отлову бездомных животных. Коммунальщики должны отловить и сдать за месяц определенное количество кошек. Не выполнившие требования сотрудники могут лишиться части заработной платы или работы. Я не могу комментировать, оставляю комментарии вам. Пишет ТДХ. Президент Туркменистана поздравил короля Дании. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов от имени народа, правительства страны и от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству Фридриху Х. в связи с его восхождением на трон в качестве короля Дании. А ему так хочется, чтобы его вот так поздравили. Но его отец не позволит. Turkmen News Сердар Бердымухамедов написал свою первую книгу. Первый же экземпляр книги
молодежь опоры страны, он подарил своему отцу Гурбангулу Бердымухамедову. Хроника Туркменистана. Чиновникам вручили экземпляры первой книги Сердара Бердымухамедова. Я уверен, что он еще не раз порадует своего отца своими книгами. И нас, и наш народ. Как говорится, яблоко от яблони далеко не падает. Он весь в отца. Активист Атамурат Сапаров выложил видео у себя на YouTube-канале, и он сообщает: Мурат Курбанов вместо того, чтобы исправить недостатки диктаторского правительства Туркменистана, следует принципам избавиться от личности, который смог об этом открыто говорить. Случай Маликберди Алламурада вам пример. По этим принципам придерживается лидер ДВТ, называющий себя демократом Мурат Курбанов. Неизвестная личность у Мурада Курбанова спрашивает личные данные от Атамурата Сапарова, обещая физическую расправу над ним. В ту же минуту демократ в кавычках отправляет номер Атамурата Сапарова, знав, что по номеру телефона можно вычислить местонахождение человека. Проще простого. Чем отличается действие властей и Мурада Курбанова? Напишите в комментариях. А ссылку на это видео я оставлю в описании. Азатлык радио. И снова Шамы. Посетители популярного бара в Ашхабаде попали под горячую руку президентского кузена. 6 января в престижном и популярном торговом центре Гуль-Земин, расположенном недалеко от памятника Алабая, в Скайбар на 4-м этаже, как обычно вечером, собралось многочисленное публика. Как рассказывают очевидцы, после 21 часа вдруг раздался громкий крик: «Атас, прячьтесь!» И сидящие люди в баре спешно вскочили с мест с криками «Шаммы!» и бросились в рассыпную бежать из зала. Остались сидеть в основном те, кто был в баре первый раз, не смог среагировать или даже не понял, что происходит. В баре еще оставались посетители. Все увидели, как в бар походкой военачальника вошел коротконогий, полный молодой человек, небольшого роста, с 2 охранниками. Он подошел к бармену, стал на него кричать, почему не все убрались, и ударил его по лицу. И что удивительно, бармен врезал в ответ тоже. Тогда схватили охранники, и Шаммы-беспредельщик нанес бармену еще несколько ударов. Но затем охрана дала бармену $200, рассказывает один из свидетелей цены в баре. По словам видевших происходящее пребывание Шамурата Реджепова в баре этим не ограничилось. Он стал обходить бар, где люди застыли в оцепенении, и подошел к столику, где сидел молодой парень с беременной женой. Он внимательно посмотрел на нее и вдруг ударил девушку по лицу. Муж вскочил, но охрана резко его схватила, предоставив звездному Егену его избить, после чего преступное трио удалилось. Люди вернулись из своих укрытий и быстро разошлись. Возмущением рассказывает посетитель бара. Если бежать в рассыпную, услышав имя Шаммы, если общество дозволило вот таким лохмачам творить, что они хотят, и при людном месте, если как общество не смогли защитить беременную женщину, то и надо будет терпеть выходки егенов. Наш народ забыл, что мы в единстве не дозволили бы случиться вот такому позору. Шаммы черт бесхвостый. Вот он кто. Туркмен Ньюс. Миграционная дискриминация. Получить загранпаспорт в туркменских вилаятах намного сложнее, чем в столице. В Ашхабаде ситуация с выдачей загранпаспорта обстоит куда проще. Документы можно оформить в среднем за 40 дней. В Туркменабаде такой скорости тоже можно добиться, но лишь за взятку в размере несколько сотен $. А детям паспорта просто без взятки вообще не выдают. Это результат молчания. Как говорится, молчание – знак согласия. Туркмен Ньюс. Паспорт Туркменистана остается самым слабым в Центральной Азии. Узбекистан в том году вводит безвизовый режим СОАЕ. Казахстан с 2023 года могут свободно выезжать в Китай
а граждане Туркменистана по-прежнему не могут без визы посетить даже Россию, единственный из жителей СНГ. И это инициатива не российских, а туркменских властей. Туркменские официальные СМИ недавно сообщили о вводе безвизового режима с Кенией. Причем преподнесли это чуть ли не как большое достижение туркменской внешней политики. Но мало того, что большинство туркменов в Кении делают особо нечего, так и еще визы отмены не конкретно с Туркменистаном, а вообще со всем миром. Таково решение кенийских властей. И никакой заслуги Туркменистана тут нет. Я не знаю, что они уже должны сделать, чтобы наш народ понял, что они изолируют от всего мира наш с вами Туркменистан. И это все новости на сегодняшний день. Это у меня второй выпуск новостного контента. Спасибо, что вы поддержали меня и мой первый тестовый выпуск. У меня большая просьба к вам, дорогие зрители. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Хватит бояться. У вас есть мнение, делитесь в комментариях. Поверьте мне, каждый выпуск ролика – это огромная трата времени и усилия. Я сам готовлю материал, сам монтирую каждый кадр этих видео. И, пожалуйста, оцените мой труд по достоинству. Благодарю за то, что вы досмотрели видео до конца. Оставайтесь со мной, будьте в курсе событий. До новых встреч. Пока-пока.